Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мусульмане, сегодняшняя наша тема одна из наиважнейших в жизни мусульман и в убеждениях мусульман. Это защита нашего священного Корана, который ниспослан для всех людей и джиннов, без разницы, кто он из происхождения, кто он по цвету кожи и языку. Для всех людей на земле ниспослан Коран, Небесное Писание Всевышнего Аллаха. Коран содержит в себе основные принципы и идеи вероучения, которые, согласно мусульманской концепции, были устно переданы Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, самим Аллахом через ангела Джабраиля. Данная книга содержит множество пересечений с иудаизмом и христианством. Исламские богословы объясняют это тем, что ранее Аллах уже передавал свои заветы Мусе и Исе, но со временем эти заветы стали искажаться, и лишь Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, донес до верующих истинную веру. Как сказали ученые, Аль-Коран Аль-Карим хуа а'замуль кутуб аля аль-итлак, что Коран наиважнейший, наипрекраснейший, наипочетнейший Коран – это самая почетная книга среди книг, из которых были, есть и будут до конца судного дня. Первые суры Корана представляют собой целые трактаты, а последние занимают всего несколько строчек. Содержание суры крайне разнообразно. Здесь есть и изложение основ мусульманского права, и описание реальных исторических событий периода противостояния Мекки и Медины. Независимости Небесное Писание или нет, то есть Небесных Писаний, мы знаем, было ниспослано 104. 4 книги в виде именно книг, Небесных Писаний в виде именно книг, как Аль-Коран, Таурат, Забур и также Инджиль. Остальные 100 было Небесных Писаний в виде свиток, ниспосылались в виде листовок. Сказано, что именно в таком виде были ниспосланы Небесные Писания, и самое почетное среди них это Коран Аль-Карим, это самое величественное ниспослание Всевышним, и мы говорим, это Небесное Писание из тех Небесных Писаний, которые были ниспосланы всем пророкам, которые были до Мухаммада, алейхимуссалям, и нашему прекрасному пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Около четверти текста Корана описывает жизнь различных пророков, описание большей части которых совпадает с библейскими. В число пророков вошли ветхозаветные патриархи Адам, Ной, цари Давид, Соломон и другие. В Коране также упоминаются цари и праведники, имена которых в Библии не упоминались – Лукман, Зулькарнайн и другие. Последним в списке пророков идет сам Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и утверждается, что после него никаких других пророков уже не будет. Сегодня мы видим попытки издевательства, унижения ислама, Корана, пророков, алейхимуссалям, независимости это Мухаммад или Иса, или Муса, Иисус, Моисей, Ибрахим, Авраам или Нух, Ной, алейхимуссалям, они все наши прекрасные пророки. Это все пророки Аллаха Всевышнего, единственного Бога, Создателя всего. То сегодня тот, который пытается унизить или навредить религии Всевышнего, у него ничего не получится, так как он вредит сам себе. В первую очередь он загоняет себя в рамки неверия, в рамки язычества, отрицания истины, противостояния истине, но это будет против него как в этом мире и также в вечной жизни.
Несмотря на то, что Аллах Всевышний спаслал Коран самым лучшим, самым прекрасным, самым величественным, как Он в Коране сам говорит: «Аста'идhu биллах, лау анзальна хазал Кур'ана аля джабали лараайтаху хаши'ам мутасадди'ам мин хашьятиллах». Воистину, я не спаслал Коран, и если бы я его не спаслал бы на гору, на вершины горы, то эта гора бы взорвалась бы, то есть лопнула вдребезги и рассыпалась в песок от богобоязненности перед Всевышним, от страха перед Всевышним. Показывая величие Корана, Аллах дает нам знать, что даже гора, твердейшее создание Аллаха, даже она лопнула бы от богобоязненности. А если Коран ниспослан на сердце Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, и другие люди пропускают его, мусульмане, через сердце, то какого должно быть чувство у мусульман, читающих Коран и понимающих значение? Всевышний Аллах говорит: «Мы не спаслали тебе книгу Коран для объяснения всего, что имеет отношение к религии и в чем нуждаются люди, как верное руководство, милость и радостную весть для мусульман». «Инна наззальна зикра ва инна лаху лахафизун». Воистину я не спаслал Коран, и воистину я его сохраняю. Никто не сможет его изменить или как-то искоренить, или же поменять. Никто не сможет. Аллах сам дает знать, что Он его защищает и сохраняет. Но несмотря на это, мы обязаны, как мусульмане, встать в защиту Корана, говорить и сохранять его, так как Коран сохраняется в сердцах мусульман. И Коран нужно защищать языком, действиями, поступками, убеждениями. Сегодня мусульмане обязаны говорить об этом, защищать, чтобы такие нечестивцы, такие неверующие, грязные люди, которые пытаются противостоять истине, чтобы окружающие люди поняли, кто они есть. Показать их униженное состояние. Вал'ияду биллах. И мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах сделал нас из тех защитников Корана, сунны пророка, алейхиссалату вассалам, его пути, вообще в принципе ислама и всего пути всех пророков от Адама до Мухаммада, алейхиссалам, чтобы мы защищали всегда во все времена истинные убеждения, истинные небесные писания. На сегодняшний день это Коран, те, которые были до Корана ниспосланы, они вознесены. То мы должны в защиту этого становиться, говорить об этом и делать все возможное, что мы можем. Сегодня попытки сожжения, унижения, как им это видится, Корана, сжечь его перед публикой, говорить какие-то непристойные, недостойные слова, как это было во Франции, как это было в Волгограде недавно. И вообще, в принципе, то, что сегодня отношения неверующих людей, у которых нет ничего святого, которые произошли, не зная своих отцов, не зная, с какого они рода и какой нации, эти люди становятся на пути дьявола, вал'ияду биллах, и пытаются что-либо сделать, противостоять Корану. Мусульмане относятся к Корану каким образом? Убеждение у нас, что это самая почетная книга. Мы любим Коран больше всех вообще в принципе писаний. Уважаем, почитаем. У наших предков есть такое, что если Коран заносили в дом, вставали, и пока не положат Коран на возвышенное, почетное место в комнате, не садились.
Мы не берем Коран, кроме как в чистом, прекрасном одеянии, кроме как, если человек имеет омовение, полное и частичное. Два вида омовения есть у мусульман. Это полное, где нужно полностью искупаться, и малое ритуальное омовение, как аль-вуду. Без этих омовений, без этой чистоты, мы даже не берем Коран в руки, не прикасаемся к нему. Вот как почитают мусульмане Коран. И вот эту почетность, эту красоту и величие пытаются какие-то грязные люди, неверующие, по заказу Иблиса, нет в этом сомнения, навредить исламской умме, навредить исламу. Но они, еще раз повторяюсь, унижают только себя. Ведь в этом мире ничего не происходит, кроме как по воле Аллаха. И попытки ихнины сделать что-либо, это унижение их самих. И Аллах Всевышний не позволит им ни унизить Коран, ни его искоренить, ни его изменить. Священный Коран – это слово Аллаха, книга которой различает черное и белое, правду и ложь. Если мы признаем истину Корана и будем следовать ей с истинной любовью, Коран обогатит наши души, приведет нас к высшим человеческим качествам и откроет путь к нашему духовному совершенству. Сказано в Коране: «Юридуна ан юбаддилу калам Аллах». Они хотели изменить какие-то, сделать, внести какие-то новые вещи в Коран, но у них не получилось. И в другом аяте суры Аль-Бакара Аллах говорит, означающее: если вы не считаете Коран истиной, если вы считаете Коран сочинением, не считаете его тем, что ниспослано от Всевышнего, то вы приведите одну суру или один аят из Корана, подобный тому, что пришел в Коране. Им брошен вызов. Не в значении, чтобы они это делали, в значении, что они это не смогут сделать. Коран многогранен. Коран, он охватывает в себя не то, чтобы значение одно или два, он многогранно. Многогранно человек, который имеет рациональное аналитическое мышление, читая аяты, может сделать вывод по убеждениям, по соблюдению, по грамматике, по логике, по жизненным вопросам. Во все вопросы, во все отрасли может зайти и взять из Корана, из сунны пророка, алейхиссалату вассалям, огромную пользу. Коран – это курс, который Аллах нам дал четко знать, путь пророка, алейхиссалату вассалям, по которому человек, если пойдет, будет счастливым в этом мире и в той вечной жизни. Это наш путеводитель. Что нужно, как нужно поступать и делать, чтобы обрести счастье вечной жизни. Я призываю, в первую очередь, тех, которые противостоят истине, чтобы они приняли истину, покаялись с принятием и исправились, изменили себя. И мы за них делаем дуа, чтобы Аллах дал им исправление. Если нет, непременно унизил их. Непременно унизил их именно нашими руками. То есть имеется в виду путем, чтобы мы были причиной или наставления, или унижения этих людей. Но в первую очередь мы желаем только добро. Даже самому страшному, грязному, враждующему врагу с исламом и Кораном мы желаем ему принятия истины, чтобы он встал на истинный путь. Но если нет, если он не собирается, то тогда уже мы просим у Всевышнего наказать, унизить этих людей. И чтобы Аллах даровал нам победу в этом мире над этими врагами. Пусть Аллах укрепит нас на этом пути. Пусть Аллах даст всем мусульманам достойно пройти эти испытания, защищать Коран, учить его, соблюдать в соответствии с истиной и передавать его нашим потомкам, чтобы они были такими же защитниками и лучше, чем те, которые были до них.